Законопроект о бюджете Башкортостана на 2021-2023 годы принят в первом чтении. Как шла дискуссия, каковы параметры документа, обсудим прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня вместе с нами вице-спикер Государственного собрания Башкортостана Рустам Ишмухаметов. Рустам Рифатович, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что пришли к нам на интервью. Итак, каковы параметры главного документа для Республики? На сегодняшний день проект бюджета на 2021 год и плановый 2022-2023 года принят в первом чтении. Пока его параметры следующие: порядка 189 миллиардов рублей – это доходная часть, и порядка 213 миллиардов – это расходная часть. Конечно, ожидания от бюджета с учетом предыдущих лет были большие, то есть мы ожидали, что бюджет будет больше, но, к сожалению, пандемия сыграла свою роль. Дело в том, что весной и летом мы приняли ряд законов, которыми мы обеспечили и дали льготы бизнесу, нуждающимся категориям граждан, предприятиям. И, конечно, бюджет недополучил определенную доходную часть. И в связи с этим размеры бюджета получились, скажем так, чуть меньше, чем в предыдущие годы. Но, тем не менее, конечно, пандемия пришла не навсегда, и мы понимали, что нужно вкладывать и поддерживать, потому что эти предприятия – это рабочие места, и в дальнейшем, когда уйдет пандемия, эти предприятия должны работать, также давать доходы дополнительные для республики, налогооблагаемую базу. И мы считаем, что сегодня бюджет, он социально ориентированный. Надо сказать, что буквально на днях принят федеральный бюджет. Мы ждали принятия федерального бюджета, так как из федерального бюджета для субъектов Российской Федерации предусмотрены субвенции дополнительные. И с учетом принятия федерального бюджета мы сейчас поправки готовим. И наш бюджет, он полностью будет реализован. И надо сказать, что все социальные гарантии, они будут выполнены. И все категории граждан, нуждающихся, получат эту поддержку. Надо сказать, если основные такие наиболее сферы, куда больше всего денег тратится, скажем так, то это, конечно, социальный блок, куда направляться будет порядка 59 миллиардов рублей, на образование 55 миллиардов рублей, и, конечно, дальше по параметрам уже на здравоохранение, ЖКХ, спорт, и другие культуры, и другие сферы. И с учетом того, что ежегодно мы проводили публичные слушания по бюджету, в этом году с учетом пандемии мы проводили его через интернет. Поступили ряд предложений, порядка 56 предложений от граждан. Многие имеют рациональное зерно, все они сегодня изучаются. И 17 декабря мы будем рассматривать уже во втором чтении и в целом. И некоторые, скажем так, разумные предложения, они будут учтены. Я думаю, что главный законопроект года – это финансовый документ, на котором будет держаться дальнейшее развитие республики. Мы будем и дальше обсуждать. И мы надеемся на то, что в 2021, 2022, 2023 годах бюджет даст более положительные результаты. Вы уже отметили по социальные расходы. Да, мы знаем, что ежегодно это порядка 70% всего бюджета. Это как раз эта часть. Да? Как с этой точки зрения выглядела работа? Дискуссия была насколько жесткой? У нас в парламенте из 110 депутатов, вы знаете, 4 фракции. Каждая фракция обозначила свою позицию. Все параметры бюджета обсуждались на каждом профильном комитете, на 8 комитетах. Обсуждались и в интернете с учетом пандемии, в социальных сетях. Конечно, много споров. К сожалению, у нас не так много средств на 2021 году будет на развитие. Но, тем не менее, с учетом того, что в этом году мы достаточно большим дефицитом будем его принимать, мы надеемся, что ближе к весне, с уходом пандемии коронавируса, экономика встанет на ноги и больше будет поступление в бюджет. Тогда и, конечно, как вы сами сказали, 1/3, по сути, бюджета это идет на социальные нужды. И еще плюс 55 миллиардов на образование. Поэтому у нас бюджет полностью социально ориентированный и он ожидаемый. И, конечно, в период пандемии человеческая жизнь – это самая главная ценность. Конечно, это абсолютно правильно. Вы неоднократно поднимали вопрос по качеству мобильной связи в селе. Да? Как оцениваете, насколько остро стоит проблема и какие варианты для решения предпринимаются? Вы знаете, эта тема она возникла из многочисленных обращений наших избирателей, особенно через социальные сети. Когда началась пандемия и в школах началось так называемое дистанционное образование,
конечно, многие столкнулись с отсутствием интернета или с плохой связью. А если нет интернета, то и с мобильной связью. Второе – это граждане, которые не могли позвонить в медицинское учреждение из-за отсутствия мобильной связи. Вы знаете, сейчас лекарства заказывают через интернет и используя мобильную связь. Консультации медицинские онлайн проводятся и так далее. Поэтому у нас республика большая, и, конечно, географически, скажем, есть и горные местности и так далее. Но, тем не менее, мы начали этот вопрос изучать. Надо сказать, что на федеральном уровне также вот, партия «Единая Россия» проводила мониторинг. По Российской Федерации более 700 населенных пунктов вообще не имеют мобильной связи и интернета. У нас ситуация чуть получше, надо сказать, но тем не менее хотелось бы лучше, чтобы было в сельской местности. И есть определенные, кстати, в городах проблемы. Есть мобильная связь, но так называемый ЛТЕ, интернета нету. Да? Поэтому мы этот вопрос держим на пульсе, и сегодня мы готовим круглый стол. Надо сказать, что вот на ноябрьском пленарном заседании мы пригласили министра цифрового развития и министра образования. Был конструктивный разговор на пленарном заседании. Большинство депутатов задавали очень много вопросов по своим избирательным округам. Проблемы есть определенные. Дело в том, что операторы мобильной связи, они ориентируются не на территорию, а на количество населения, когда устанавливают базовые станции. Ну и мы считаем, что в условиях пандемии бизнес, конечно, ищет свою доходную часть, скажем так, да, но в условиях пандемии бизнес тоже должен вкладываться, и со стороны государства мы могли бы предусмотреть в том числе законодательные преференции за то, чтобы они покрыли вот всю республику интернетом и мобильной связью. И второе, есть определенные моменты при установке так называемых вышек в муниципалитетах, проблемы есть определенные с выделением земли под них, и есть определенная радиофобия, так скажем, у населения. Многие люди боятся, что наносят ущерб здоровью. Мне вот даже в соцсетях пишут, что вот пчелам дают какие-то погрешности, да, и так далее. Эти моменты, конечно, они где-то требуют изучения, но тем не менее, вот в сегодня таких условиях, когда нужен интернет и нужна мобильная связь, наверное, нужно этой проблемой заниматься. Вот. Ну и мы сейчас готовим тоже круглый стол, два комитета, комитет по промышленности, образованию, на котором мы сядем на стол переговоров с Министерством цифрового развития, с представителями правительства, с операторами и попробуем все-таки улучшить ситуацию с мобильной связью, с интернетом в республике. И в планах у нас стоит обеспечить населенные пункты от 100 человек. Сегодня, к сожалению, этой практики нету. Ну, в 2021 году, наверное, мы услышим какие-то более четкие уже договоренности. Да, конечно. Мы буквально в декабре уже, наверное, сформулируем определенную дорожную карту. Более того, мы делаем такую карту вместе с Минцифрой будем делать, где будут показаны районы, города, где слабая связь, где покрытие есть мобильной связи, интернетом. Ну и, соответственно, будем настаивать с бизнесом и с оператором эту проблему решать. Угу. Давайте еще раз вернемся к медицине. Да, мы понимаем, что Государственное собрание Башкортостана со своей площадки тоже вникает в то, что происходит в пандемию коронавируса, но все-таки что делается для стабилизации работы медицинских учреждений, всей системы здравоохранения? Вот сегодня главные вызовы в чем? Вы знаете, действительно, с приходом пандемии система здравоохранения в центре внимания и главы республики, и правительства, и у нас депутатов, мы держим на пульсе. Но, на наш взгляд, главная проблема все-таки это кадровая. Можно обеспечить больницы Которая и до этого была актуальная. Конечно, можно обеспечить современными МРТ, КТ, оборудование современным, но если не будет высококвалифицированных специалистов, эта работа пойдет, но не будет результативной. Поэтому сейчас Госсобрание, по сути, превратилось в такую межведомственную площадку, где мы обсуждаем пути решения. Прошел круглый стол, экспертное заседание, где приняли участие представители Министерства здравоохранения, Росздравнадзора, представители больниц, поликлиник. И, кроме того, с муниципалитетами работу ведем. В муниципалитетах сегодня работают достаточно большие программы по поддержке медиков. Это и выделение земли для ИЖС, это и обеспечение жильем, лесом, стройматериалами, дают так называемые подъемные, да, молодым специалистам, дают помощь в виде выплат за аренду жилья, обучение. Например, у кого-то многодетные помогают в садик устроить. То есть
и муниципалитеты, и республика много сил прилагает для решения этой проблемы. Но в цифрах, если сказать, к сожалению, порядка 1400 врачей сегодня не хватает, и порядка около 1000 специалистов со средним медицинским образованием. Ну, сегодня, вы знаете, антиковидный центр работает в республике. И у нас Давайте там номер скажем, наш, 218 19 19, еще раз проговорим, не да, будет лишним. Наш депутат Рима Утяшева возглавляет этот центр. Ну и отдельно хотел бы сказать, что мы, депутаты парламента, независимо от политических партий, много прилагаем работу в своих избирательных округах. И разовые акции, и ежедневные, координируем работу волонтеров, это доставка лекарств, продуктов нуждающимся категориям граждан. Буквально на днях мы для врачей, которые работают в ковид-центре, организовали акцию 1 декабря. Такси «Забота». Я сам за рулем возил врачей утром на работу, с работы. Вот, общаясь с врачами, вот уже в пути, я расспрашиваю, какая у вас зарплата, какие проблемы, есть ли место для того, чтобы принять пищу, например, да, бытовые условия. И для нас это тоже общение нужно, и для врачей. Ну и, конечно, мы рекомендовали все-таки учреждениям, ковид-госпиталям, был разговор с министром здравоохранения, с Максимом Васильевичем Забелиным, чтобы все-таки был отдельный свой транспорт или свой автобус в этой больнице, ковид-центр в Зубово, потому что Зубово находится за городом. Кто-то живет в Черниковке, в Сипайлово, добираться утром, конечно, очень сложно. Там остановку поставили, но надо только в сторону аэропорта, а в сторону города ехать, остановка там такая очень далеко там находится. Вот. Ну и таксисты достаточно завышают цены, я скажу, учитывая, что забирать нужно из ковид-центра, видимо, какие-то есть опасения, но тем не менее это здоровые люди, врачи, которые обеспечивают, сегодня помогают, им тоже нужна и моральная поддержка, и такая поддержка. Ну и да, наши герои, коллеги, конечно. депутаты, и из общественной организации «Опора России» подключились предприниматели. Мы вот, по-моему, 22 врача вот утром отвезли и вечером привезли с работы. И далее сказать, мы рассчитывали, что однодневная будет акция, но ко мне много обратилось волонтеров. Мы сейчас организовали, вот сегодня, завтра, эту неделю тоже мы врачей там возим. Но пока вот эта проблема не будет решена с транспортом, будем помогать. Но в дальнейшем вот мы свои рекомендации направили в оперативный штаб, чтобы все-таки был отдельный транспорт у этой ковид-больницы. Спасибо, Рустам Рифатович. Ну и нашим телезрителям скажем, если они хотят также стать волонтерами, то можно обращаться в ситуационный антиковидный центр. Да, конечно. И предлагать свою помощь. Спасибо вам большое. Спасибо. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала республики был вице-спикер Государственного собрания Башкортостана Рустам Ишмухаметов, и мы говорили о главных законопроектах последнего времени. Оставайтесь на БСТ, не переключайтесь.